Моусер Евлоев, чемпион М1 Global. Покажем самые интересные поединки битвы в горах. Не перевелись герои, гражданская сознательность и простое любопытство помогли Мураду Аушеву встать на защиту пожилых людей. Игра на расчет и выдержку. В клубе Ади Ахмад прошел шахматный блиц-турнир. Добрый вечер, это новости 24. Сегодня в Ингушетии прошел М1 Челлендж – битва в горах, посвященная 25-летию республики. Битву транслировали в более сотни странах на 4 континентах. В состязаниях в Ингушетии приняли участие лучшие мастера смешанных единоборств из Бразилии, США, Канады, Франции, Казахстана, Киргизии, Испании, Украины, Грузии и ряда российских регионов. От Ингушетии выступили 7 спортсменов. Главным поединком за титул чемпиона в легчайшем весе стал бой между ингушским бойцом Моусером Евлоевым и спортсменом из Москвы Павлом Ветруком. О самых ярких моментах расскажет Тамерлан Хамхоев. 10 интереснейших поединков ждут зрителей битвы в горах. Традиционный турнир среди сказочных красот Ингушетии с каждым годом притягивает все больше поклонников смешанных боевых единоборств. Первый бой открытия турнира между Амираном Гагаладзе и Ибрагимом Саговым завершился не в пользу ингушского бойца. Несмотря на то, что продлился поединок недолго, Ибрагим обязательно извлечет ошибки из своего поражения. И в активе сильных сторон у него прибавится возможность не попадаться на удушающий. Удушающим приемом в этом поединке победу одержал спортсмен из Грузии. А вот легкая весовая категория преподносит зрителям немало сюрпризов. Филипп Нарыжний из города Павловский Посад против Алика Албагачиева. Бой обещает быть интересным. Самбист против базового борца. Зрелище точно обеспечено. Алику Албагачиеву, чтобы победить соперника, понадобилось чуть больше 1,5 минут. И в активе бойца теперь еще одна победа, уже 3-я. И пока ингушский спортсмен идет без поражений. То есть как только подбородок зашел над рукой, все, практически шансов уже выйти не осталось. Такая уж пошла традиция на битве в горах. Ни один бой до конца спортсмены не доводят. Моусер Боков в бою с Игорем Анаприенко очень удивил соперника. Несмотря на дебют Игоря, выглядел он в рейдже очень уверенно. Отдав должное сопернику, Моусер все-таки продолжил гнуть свою линию. И в конце концов вырвал победу в зрелищном и непростом поединке. 1,5 минуты уже меньше, и так показалось, что постучал Игорь. Тяжело, да, но он пропустил там вот уже разбитое лицо у него. Рефери вмешался и остановил поединок. Бой закончен. Просто в доминирующей манере, тотально, буквально разобрал Моусер Боков Игоря Анаприенко. Так уж получилось, что каждый выходящий в рейдж боец старался обеспечить зрителям зрелище. На фоне гор и среди такой бурной поддержки велотекущего поединка зрители бы не простили. Вот и Нурбек Исмаилов вместе со своим оппонентом Гигой Кухалашвили порадовали зрителей. Шедший без поражений Нурбек был ошеломлен взрывной тактикой спортсмена из Москвы. И несмотря на все попытки перевести бой в партер, пропустил очень сильный удар. После чего рефери остановил бой. Эмоции у грузинского спортсмена зашкаливали. И есть добивание, да, вмешивается рефери, чтобы остановить этот бой. Очень быстро доказал то, что... Ахматхан Аздоев против Альберто Варгаса. Очень интересная афиша. Ахматхан хорош и как ударник, и как борец. Это он доказал всем уже давно. Правда, испанский спортсмен, похоже, был настроен скептически. Однако уверенность у него прошла сразу после нескольких пропущенных от Ахматхана ударов и блестящих переводов в партер. Поднявшись, Альберто Варгас уже выглядел менее уверенным. И этого ингушскому бойцу показалось недостаточно. Удар коленом в голову сокрушил испанского бойца, а остатки сил из него выбили добивание Ахматхана. Да, в очередной раз казалось бы, поднимается испанец, но страшнейший удар коленом Ахматхан Аздоев. Нокаутом, да. Тяжелый вес всегда преподносит немало сюрпризов. Если иногда бой длится все 3 раунда, то в других случаях один точный удар в дебюте встречи ломает все планы на бой. Поединок между Клебером Сильвой из Бразилии и Костей Глуховым получился очень напряженным. Разница в весе была большой, но бразильца это не смущало. Более того, очень грамотные переводы в партер оставляли неудел защиту Кости раз за разом. Концовка первого раунда прошла под диктовку бразильца, как и второй раунд. В третьем бойцы устроили настоящую рубку. Победа любой ценой, но в пределах правил. Зрелище гостям бойцы обеспечили точно. Победа решением судей за бразильским спортсменом. Клебер Сильва, дорогие друзья, единогласным решением судей побеждает тяжеловеса Константина Глухова.
Еще один наш земляк Ингисхан Оздоев, любимец публики, выступал в бою против очень серьезного оппонента Спенсера Джеба. Канадский спортсмен, обладатель пурпурного пояса по джиу-джитсу, во многих вселяет страх, но Ингисхана никакими титулами не испугаешь, что он и доказал с первых же секунд. Очень красивые комбинации, чередование ударов руками и ногами в исполнении Ингисхана заставляли зрителей переживать за состояние его оппонента. Вопрос был лишь в том, когда пройдет он, этот единственный удар. Спенсер Джеб не запомнился ничем, кроме попытки перевода в партер, которая тут же была потушена. А вот очередная вертушка от Ингисхана прилетела прямо в голову канадскому спортсмену. И тут мастер-класс от Ингисхана любому бойцу в мире, как нужно себя вести. Он не бросился добивать уже на 100% поверженного соперника, а наоборот попробовал привести его в чувство. Победная серия Оздоева продолжается, и этот бой не последняя его яркая победа в рейдже. Ингисхан Оздоев оправдал свое появление в мейн-карде, не ударил в грязь лицом и показал свое лучшее карате за все время выступления в M1 Challenge. Просто сумасшедший нокаут. Великолепная победа Ингисхана Оздоева. Поздравляем его с этим успехом. Очередной супербой спортивного вечера. 247 килограммов живого веса на двоих и более 40 нокаутов. Сергей Харитонов, легенда М1 против Джеронима дос Сантоса по прозвищу Мандрагон. Симпатии публики на стороне Сергея. Уж очень полюбился этот спортсмен ингушским болельщикам. А вот с первых же секунд поединка понервничать поклонников Харитонова заставил его оппонент. Мандрагон уверенно начал бой и даже захватил Сергея за шею, попробовав сразу провести удушающий. Однако слишком увлекся своим преимуществом, чем воспользовался Сергей. Вывернутая стопа и победа из-за сдачи соперника. По словам Сергея, это не тот сценарий боя, что он расписывал со своим тренером. Однако и такую победу ингушские болельщики встретили громкими овациями. Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Ну и главный герой вечера Маусар Евлоев завоевал пояс чемпиона М1 Global в легчайшем весе по итогам 5 раундов против Павла Витрука. Бой получился напряженным, и победа далась нашему бойцу заслуженно. Смотрим. Витрук в белых шортах, соответственно, Евлоев в черных. Дважды достигают цели ударом Маусара Евлоева. Но и Витрук не прочь зарубиться. Размен ударами в клинче. Здорово. Падает. Под одну ногу проходит, забирает корпус и уже переводит на настил. Призывают активнее работать на ногах. Сам, что попал, ему пошел. Добивает еще в клинче, дорабатывает этот эпизод. Пробивает тяжелые апперкоты, что в корпус, что в голову. Потерял в какой-то момент Павел Витрук. Под Выбросил колено. Отличный перевод получается у Маусара Евлоева. Забрал он эпизод, и минута не прошла. Диагональный контроль был не так долго, вот сейчас вновь. Активная борьба, естественно, рефери не вмешивается в происходящее. Удары слева и справа. Павел уже перекрывается просто блоком. Не пытается вязать руки Маусара. Доминирует Евлоев. Тогда у Павла огромные проблемы. Хотя пока у Павла получается немного. В углу ему рекомендуют работать вторым номером, дергать, уходить, опять встречать, снова разрывать дистанцию. Ну и, конечно же, логично не пропускать Маусара Евлоева в борьбу. Ну, как раз у бойца из Ингушетии. Одна нога заправлена, вновь прекрасный разворот, но вторую правую не сражаться до конца. Ну и Маусар его не отпустит, конечно. Здесь последние 10 секунд будет дорабатывать по максимуму. 3, 2, 1. Финальный И все, гол. бой Да. закончен. Можно поздравлять Маусара Евлоева с этим успехом. Выходил в легчайшем весе M1 Global. Непобежденный Маусар Евлоев. По-прежнему непобежденный. Порадовал он публику, порадовал всех зрителей и главу республики Юнусбека Евкурова в том числе. И сейчас Вадим Виттгенштейн вместе как раз с Юнусбеком Евкуровым одевает пояс чемпиона на Маусара Евлоева. Настоящая заслуга. Алейкум, свою победу, этот пояс я хочу посвятить на день рождения своей любимой республики. Дал долг поддержки Хамил Бякачин, дал борца Болбай.
Айкыл. Горжусь. И тейпаны едят, хаманы едят, мохканы едят. Кунагу настоящий. Берите все пример. Нарязкам. Трогательный момент. Конечно, хочется сказать нашему Вадиму. Мы 6 лет назад начинали этот турнир. Сегодня 25 лет республике. А мы начинали турнир, когда республике было 20 лет. И я вам расскажу одну историю. Когда мы встретились с Вадимом, я думал, что бы такое сделать, чтобы про республику говорили что-то хорошее. Чтобы показать республику с другой стороны. И когда я Вадиму предложил, слушай, давай сделаем, он очень настороженно кивал головой, понимая, где М1, где Ингушетия. И мы договорились. У нас не было спортзалов, не было дворца спорта. И мы выбрали самый оптимальный вариант, самый дешевый вариант. Посмотрели с ним ряд боев мировых и выбрали эту площадку. Но не эту, а сперва мы были в Ягикале. Под открытым небом. Назвали это «Битвой в горах» и сделали так, чтобы наши бойцы росли. Вадим, тебе спасибо. От меня, от всех жителей, от всех спортсменов. Спасибо. Хочу тоже Ингушетию поздравить с юбилеем, с 25-летием, днем рождения республика. И большое спасибо Инузбеку Мамагиричу Евкурову, потому что это идея его, и это его детище, и оно растет с каждым годом. Спасибо вам. И новый чемпион. Он просто красавчик. К другим темам, но тоже о герое. Мурат Аушев в свое время оказался в гуще событий, которые отразились в дальнейшем на его профессиональной деятельности. Его шестое чувство, небезразличие и, безусловно, храбрость помогли обезвредить преступника. Мадина Пугоева расскажет об этом подробнее. В то самое утро Мурат Аушев, как обычно, выходил из дома. Во дворе жилой многоэтажки он заметил подозрительных мужчин. Сначала он наблюдал за ними, стоя около своего подъезда, а после, выгнав машину из гаража, решил подойти к ним вплотную. На вопрос, кто они и откуда, молодые парни ответили, что приехали к другу. Однако настороженность Мурада побудила его и дальше следить за действиями посторонних. Я людей этих не знаю. Живу в этом дворе с 1976 года, мы здесь живем. И они вели себя очень подозрительно. Они то выходили, я когда наблюдал за ними, они несколько раз заходили в этот двор, вон среди тех гаражей, уходили, опять садились в машину, опять заходили, потом в эту сторону заходили. С той стороны они вышли, сели в машину и уехали вот с этих гаражей. Они вышли, сели и направились в ту сторону. Не прошло и минуты, как во двор многоэтажки выбежала хозяйка одной из квартир, которую, как выяснилось, и обокрали эти молодые люди. Ломая дверные замки специальной отмычкой, они забирали деньги и драгоценности одиноких и пожилых людей. В тот день жертвой грабителей стала и эта женщина, которой пришлось столкнуться с ними лицом к лицу. И я ручку двери к себе потянула, вот так вот, с той стороны. И открываю дверь, и ее пропускаю вперед, а здесь два лба стоят, вот так. В пистолет у них был один светлый был, один такой темный, здоровый был. И вот так, я потом, она отошла, и я вот так, мы их пропустили. А потом, когда увидела вот этот бардак, я поняла, что это обыск какой-то, я так думала. И я буквально забежала в ту комнату, посмотрела там все перевернуто было. Дальше события развиваются, как в остросюжетном фильме. Мурат Аушев на крики женщины о помощи решает догнать и остановить грабителей. Не мешкая, он садится в машину и выслеживает воров. Погоня за ними превращается в настоящую гонку на высокой скорости. Я понял, что они едут сюда. Вот если посмотреть обзор, видно, что направляются машины. Я видел, что направляется белая машина. Она была далеко от меня. Так, я ее догнал на переезде. Я 160 км в час за ними ехал. Потом они снижали, потом опять скорость давали, газу давали. Они думали, что они оторвутся от меня. Или думали пропустить меня, что я объеду, не буду за ними ехать. Они поняли, что я еду за ними уже, когда я начал их останавливать. И моргать им, мигать им. Через пару километров Мураду удается догнать злоумышленников. Подрезав их и перегородив дорогу машины, он вышел и направился к ворам. Предупредительный выстрел в воздух, а после и в капот автомобиля заставил злоумышленников немедля сдаться в руки правосудия.
Через пару минут на место происшествия подъезжают и сотрудники правоохранительных органов. При обыске автомобиля они находят золотые изделия, электронную технику и деньги. Грабители осудили, и сейчас они отбывают срок в местах лишения свободы. Впрочем, говорить о своем храбром поступке Мурат Аушев не любит. Признается, что сделал это не ради славы, а по зову сердца. Спустя 3 года заслуженная награда все же нашла своего героя. От всех жителей республики, от главы республики, от себя лично поздравляю. Что любой уважающий себя гражданин нашей республики поступил так же, как и поступил я. Я благодарен, конечно, и главе республики, и главе города. Мурат Аушев с недавних пор сотрудник правоохранительных органов. Теперь он не просто неравнодушный и отважный житель Карабулака, но и страж закона, который неустанно служит на благо своей родной республики. Мадина Пугоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Сегодня в Доме культуры Назрани прошла встреча с желающими совершить в этом году хадж. Организаторы семинара ответили на все интересующие вопросы касательно совершения необходимых обрядов. Напомню, группы паломников в Мекку и Медину будут сопровождать гиды. Репортаж Индиры Манкиевой. Полный зал будущих паломников сегодня собрались для того, чтобы получить ответы на все интересующие их вопросы касаемо приближающейся поездки в святые места. Какие обряды и как их совершать в дороге, как будут совершать намазы, какие аяты из священного Корана лучше читать и что ожидает их по приезду. В этом зале сегодня собралось около 100 человек со всего Назрановского района. Беседу с ними ведут гиды, которые будут сопровождать их в Мекку и Медину. صدق تعاق قستين تشتلات زحنت زود على خلاع بقول بيهم عدو خجلانخ هاي رجل ديال حاشي مديشة ديال حاشي بين عندال شيء فيها كان خلقشة صدق شد عدو خجلان مهتجي أنا كسؤولي ميك يقصو عن خير شغلات سكعود شان ديال أصدق أخشان طولخ سمعتك إيش حنيات سمعتك تكرر حنيات عن شان خير وشكون ده عكاجج شان أزمتك شندقة خيط تشبز نيستي أو شخل خيطرق نيسو تشرب بكشة إنكر حلقة شد عدو خبشان حجو دي ود جوكسو ديال عبادة شقدق ودكسو صلحاو عما غابو جوش ديال إلشنو سن أصحابش صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم سار من الخلو يوغش تقدع قادر يقستيني تيواتش يكرانا حدواش خيدواتش شاش سار بلوكش عليها الماكا خيدواتش من الخلين بوش يلا سن ديكا شاية تحمي ويخي عقل ويالش سون عوج ميه مرتبة سون يواجه كانت زميرية صديقة نمتي ديك الحمد لله يا شباب دائما. Также здесь собрались и те, кто далеко не в первый раз едет совершать хадж, но даже у них есть некоторые вопросы. حاجة وبعدين الفاعل ديال عمرة الفاعل ديال مش تخلص ديال ده اللي كده خال جروب تاعنا خال هو ديال البول بابو بوي تدعو تنا خوت الحمد لله عشت حلو أزمة خال البول خبوش أنا دي حتى أحكام دي تعبوا على الغلط إذا خال سجوش شيء جروب إذا ما خدت بيها شيء جروب تلي قو جروب تلي وعشت وقول نخ تانا حل تقدر تحجو فديتيز أحمد عو مكر فوق دزول تمكر ماجي دزول تغلام دزول تأخذ منا بقى فديتيز عرفت فديتيز كيف تقولون فديتيز ده اللي يدوت ده على Хадж, по сути, ответственная и важная миссия, объясняют гиды. Здесь много нюансов, поэтому необходима подготовка, прежде всего моральная. Главное здесь быть терпеливым и иметь огромное желание очиститься от всех грехов. Сколько бы раз ни посещали святые места, всегда не отпускает приятный, волнующий трепет одновременно с волнением. Бывают и переживания, отмечают паломники, и поэтому каждое слово выступающих слушают очень внимательно. تقدر جيجري يشوفوا سنان وسنان لاشتي توش دخيت توش حنخوز نقول ديال توش تيها تيداد خجدي حماش خني لي دوك حم عندي ديزج تخين بيد بالدولش حد يحكي ديال دهشت تي بحجبون يا بزبون ديال دوك حم تشت لاشي كتنا دوك. В этом году нашей республике выделена квота на 1400 мест. Первый рейс с паломниками из Ингушетии отправится в Саудовскую Аравию уже в конце августа. Уже сформировано около 25 групп по 40 человек в каждой. Сегодняшний семинар несет ознакомительный характер. Есть многие паломники, которые в этом году первый раз решили совершить хадж.
Для тех, кто ранее уже совершал, для них это не ново, но все равно они для себя тоже могут что-то новое отметить, потому что каждый год в Королевство Саудовской Аравии меняются правила и вносят свои коррективы. Поэтому мы решили по мере возможностей, как полагается во всех государствах, также и нашей Российской Федерации, провести ознакомительный курс, семинар. Будут, значит, в основном затрагиваться вопросы, как совершить, так как в этом году, в отличие от прошлого года, температура будет более высокая, чем была. Значит, все возможные человеческие факторы, которые могут сопутствовать во время проведения хаджа. Значит, собрались руководители групп, которые будут совершать хадж и объяснять, и, значит, направлять всех паломников. Их мы называем гидами, хадж-гидами. Такие семинары помимо Назрани прошли еще и в Сунжинском и Малгобекском районах. Организаторы намерены проводить консультации до конца августа. Идира Манкиева, Адам Кадзоев, Новости 24. Сотрудники газовой службы провели рейд в Назрановском районе. Подворовый обход организовали не только с целью напомнить о задолженностях, но и проконсультировать по поводу использования новых счетчиков. Репортаж Амины Боковой. 1075 рублей. Это без субсидии было. Я же сверку сделала. В прошлом месяце пришла. Девочка сказала, что субсидию еще разноску не сделали. Новость о задолженности не просто удивила, а вела в замешательство Асю Галаеву. Месяц назад женщина обращалась в газовую компанию по поводу оплаты новых счетчиков. Однако там Асе сказали повременить. Такие ситуации в республике далеко не редкость. С переходом на новые счетчики системы телеметрии у некоторых абонентов возникают вопросы с оплатой. Поэтому основная цель сегодняшнего рейда не только выявление неплательщиков, но и разъяснить жителям, как пользоваться новыми счетчиками. И кассовые аппараты, и планшеты. На этих планшетах можно набрать лицевой счет, сумму, показания счетчика. И сразу через интернет мгновенно заносится и показания, и оплата. Вам не надо стоять в очередях. Вам не надо стоять в очередях. Понятно, мы к вам приходим для вашего удобства. Это наша работа. 5 миллиардов рублей. Общий долг республики за потребление голубого топлива. С каждым днем эта цифра только растет. Рейды по домам – крайняя мера, признаются сотрудники газовой компании. Но другим способом должников платить не заставишь. К примеру, этот мужчина не оплачивает счета за газ уже 15 лет и даже не собирается этого делать. Газовые службы неоднократно отключали ему газ. Однако и это не помогает. Сейчас на него готовят иск в суд. И отрезали газ, и рейды были сколько. Ни разу. Сам подключается потом. Никакие меры не принимают, не знаю, что делать с этим абонентом. В списках газовиках сотни неплательщиков. Чаще всего эти люди просто-напросто не открывают двери проверяющим, и таких большинство. Но все же встречаются и образцовые жители, готовые продемонстрировать хороший пример соседям. В семье Мальсаговых все коммунальные услуги оплачены заранее, на несколько месяцев вперед. У нас за газ уже переплата 40 тысяч. Мы каждый месяц платим и за газ, и за свет. За все, за воду. Сегодняшний рейд не ограничивается сбором платежей. С тех пор, как компания «Газпром» Межрегионгаз Пятигорск расформировалась и начала свою деятельность компания «Газпром» Назрань, жители республики должны заключить новые контракты. Некоторые этого так и не сделали. В мае месяце у нас организована новая в республике региональная газовая компания. То с мая месяца мы стараемся, чтобы люди хотя бы текущие платежи оплачивали свои и не переходили в разряд задолженников у нас. То есть на сегодняшний день мы людям разъясняем, что это необходимо сделать. Мы заключаем с ними договора поставки газа, то есть их надо обновить всем потребителям нашим. Проводим инвентаризацию, соответственно, попутно, снимаем показания прибора учета газа. Подобные рейды проходят во всех районах республики на постоянной основе и продлятся до конца этого года. Поэтому сотрудники газовых компаний заранее предупреждают людей, чтобы они как можно раньше оплатили свои долги. Сделать это можно теперь и онлайн при помощи специального приложения. Амина Бокова, Гапур Чихкиев, Новости 24. В шахматном клубе «Ади Ахмад» прошел шахматный блиц-турнир. На обдумывание ходов отводится ограниченное время. Проводится по обычным правилам, кроме нескольких, обусловленных спецификой. На турнир съехались 24 гроссмейстера со всей Ингушетии. Тактики и стратегии любители и профессионалы, каждый нашел себе соперника по силам. Наблюдал за умственными баталиями Саид Куштов. Продемонстрировать свое мастерство в этом интеллектуальном виде спорта здесь может каждый. Турнир открытый. В зале собралось 20 любителей шахмат. Здесь не только взрослые, но и дети, которые наравне со старшими демонстрируют неплохие результаты. Магомед начал играть в шахматы 2 года назад. Я сначала ходил на вольную борьбу, 4 года занимался вольной борьбой. Потом перешел на шахматы, заинтересовался и начал заниматься шахматами. Скажи мне, раньше выигрывал турниры какие-нибудь?
Да, я выигрывал 3 раза республику. И много успехов у меня было в республиканских турнирах. Но я хочу стать шахматным судьей, если получится, конечно. В шахматы играют многие, но не все знают, что это слово означает. Шах и мат «властитель умер». Так с персидского переводится название игры, над которой ломают головы миллионы людей по всему миру, и которая по праву считается одной из самых популярных игр всех времен и народов. Сегодняшний турнир проходит в непривычной классической форме, а по системе Блиц, где на игру отводится 5 минут. Турнир республиканский, все наши сильнейшие шахматисты здесь играют. Сейчас только вот второй тур начался, все только начинается. В конце ждут призы, денежные премии от Федерации шахмат, от спортклуба Ади Ахмад, в котором мы находимся. Также хочу, пользуясь случаем, поздравить всех любителей шахмат с праздником, с Международным днем шахмат, и отметить ту победу, которую нам подарил наш соотечественник Эрнест Инаркиев, выиграв Кубок Москвы в день шахмат 20 июля. Доказано, что шахматы развивают логику, мышление способствует быстрому принятию решений, и желающих окунуться в интеллектуальную игру в Ингушетии с каждым днем становится все больше. Первый ход здесь практически всегда Е2, Е4. С этого классического дебюта и начинают практически все шахматисты. Как отметил участник старшего поколения турнира, дети набираются бесценного опыта, играя со сверстниками и старшими товарищами. Шах и мат. Соперник имел преимущество, вот просто он в конце зевнул, что я с шахом забираю его пешку. Вот в этом моменте он только, а так он уже выиграл партию. Вот. И очень сильные у нас ребята, и у них выиграть очень тяжело сейчас, даже взрослым. Это нужно очень хорошо теорию знать и практику иметь. Вот. А так по игре они не уступают взрослым, наши дети. И вообще шахматы хорошо развиваются в нашей республике. В шахматы в мире играет 600 миллионов человек. В республике развитию этого вида спорта уделяется большое внимание. И, возможно, кто-то из сидящих в этом зале однажды ощутит на себе, как приятна тяжесть олимпийской шахматной короны. Саид Куштов, Султан Булгучев, Новости 24. Уважаемые родители, 26 июля в 15:00 в актовом зале школы-лицея Магаса состоится встреча главы Ингушетии с жителями республики. Главный вопрос обсуждения – это прием детей в школу-лицей города Магас, школу-гимназию Магаса и школу-гимназию Назрани. Просьба к родителям, желающим участвовать в дискуссии, прибыть на место проведения встречи до 14:30. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.